До сих пор мы говорили о некоторых навыках, которые детективы используют в залах суда, подобных этому, для расследования дел и представления дел перед присяжными. Но мы еще не использовали некоторые из них для изучения Библии, Нового Завета и утверждений авторов Евангелий. Именно этим мы и собираемся заняться, начиная с этого момента. На самом деле, я предложил вам один из этих инструментов, который будет использован на следующем занятии — цепочку владения, если вы видели ее в христианстве нераскрытых дел. Теперь давайте посмотрим, как эти инструменты, все 10, могут быть использованы для обоснования решения. Помните, я говорил вам, что достоверность показаний очевидцев зависит от 4 факторов. Были ли они там на самом деле? Можно ли их как-то подтвердить? Были ли они честными и точными с течением времени? И, наконец, есть ли у них предвзятость? Давайте на следующих нескольких занятиях воспользуемся этим шаблоном для проверки достоверности показаний очевидцев и применим его к авторам Евангелий, чтобы понять, можно ли им доверять. Первый шаг — определить, действительно ли они были там или присутствовали при служении Иисуса. Вот почему я говорю, что если вы хотите солгать об Иисусе, есть простой способ сделать это. Подождите, пока все, кто знал правду об Иисусе, умрут. Тогда вы сможете писать о чем угодно. Там не будет никого, кто знал бы, правда это или нет. Таким образом, получается, что если Евангелие датировано недостаточно рано, чтобы быть написанными либо настоящими очевидцами, либо людьми, которые знали этих очевидцев, или, по крайней мере, в то время, когда люди, которые могли знать, лгут ли авторы, то им нельзя доверять, как рассказам очевидцев. Скептики утверждают, что Евангелия написаны так поздно в истории, что они были написаны людьми, которые не знали Иисуса лично. Написано так поздно, что их невозможно было перепроверить с помощью исследователей фактов, людей, которые на самом деле знали бы, лгут ли они. Правда ли это? Неужели Евангелия были написаны так поздно в истории? Если это так, то им нельзя доверять, по крайней мере, как рассказам очевидцев, потому что они не могли быть написаны очевидцами. Эти люди были бы мертвы сотни лет назад. Итак, как мы узнаем, насколько рано они были написаны? Взгляните на руководство для участников, в котором приведена хронология, которая, я думаю, поможет вам определить, насколько рано были написаны Евангелия. Вот с чего все начинается. Вы заметите, что в книге Деяний, написанной Лукой, Лука ни разу не упоминает о разрушении храма в 70-м году нашей эры. Почему бы ему не упомянуть об этом? Это предсказано Иисусом, верно? По крайней мере, если бы вы включили эту деталь, Иисус оказался бы точным предсказателем. Однако Лука нигде не упоминает о разрушении храма и даже об осаде Иерусалима. Когда у вас есть много читателей, живущих в окрестностях Иерусалима, которые читают вашу рукопись, не хотели бы вы включить в нее самое значительное событие в истории Иерусалима в 1 веке? Но нет, оно отсутствует. Зачем Луке включать эти недостающие элементы? Разрушение храма, захват Иерусалима. А почему нет? На самом деле, в книге Деяний он даже не описывает, как умирает Павел. Если вы помните, в последних главах книги Деяний апостолов Павел все еще жив. Итак, мы знаем, что Павел умер примерно между 64 и 67 годами. Это даты, известные нам из истории. Почему Лука не описал смерть Павла, или смерть Петра, или смерть Якова, брата Иисуса? Это 3 самых важных человека в его тексте, но он никогда не упоминает, как они умерли. Вы не думаете, что он бы так поступил, учитывая, что он упоминает о смерти Стефана? Он упоминает о смерти Иакова, брата Иоанна. Он умер в 44 году. Почему бы вам не упомянуть о смерти 3 самых важных людей, если вы упоминаете второстепенных людей? Что ж, из этого можно сделать один разумный вывод. Невозможно говорить о таких вещах, если они еще не произошли. Если Лука писал книгу Деяний до смерти Иакова, Петра или Павла, или до осады Иерусалима, или до разрушения храма, это может объяснить, почему эти события отсутствуют в его хронологии. Итак, давайте предварительно датируем книгу Деяний всего за год до первого недостающего события. Получается, что это примерно 60-й год нашей эры. Потом мы знаем, что он написал 2 книги. В дополнение к книге Деяний он написал Евангелие от Луки. И оказывается, что он написал Евангелие раньше. Мы знаем это, потому что он говорит нам об этом в первых строках книги Деяний. Он говорит, что в своей предыдущей книге он написал обо всем, что Иисус начал делать и чему учил до того, как вознесся на небеса. Итак, теперь мы должны датировать Евангелие от Луки периодом до 60-го года нашей эры, потому что он написал эту книгу раньше. Как рано мы можем датировать его? Есть некоторые внутренние подсказки, которые могут помочь вам определить его дату. Например, в первом послании к Тимофею Павел, обращаясь к Тимофею в главе 5, упоминает, что вы должны заботиться о людях, которые служат вашей церкви. Они заслуживают вознаграждения за свой труд.
Он сказал Тимофею: «Я знаю, что это правда, потому что так говорит мне моя Библия». По сути, он говорит, что Писание говорит об этом. Правда? А не хотели бы вы узнать, что Павел использовал в качестве Священного Писания еще в те времена, когда он писал Тимофею, то есть в 60-е годы? Не хотели бы вы знать, что именно он использовал в качестве своей Библии? Он может рассказать. Он цитирует 2 строчки. Вначале он цитирует одну, как я показал вам в руководстве для участников, из Второзакония, стиха из Ветхого Завета. Затем он цитирует стих из Евангелия от Луки. Трудящийся заслуживает своей награды. Он называет это Священным Писанием. Он цитирует Евангелие от Луки в начале истории и называет это Священным Писанием. Но это еще не все. Когда он пишет в Коринфскую церковь, описывая, как они должны совершать вечерю Господню, он также цитирует Евангелие от Луки. Я имею в виду, что это очень ранний документ. Письмо в Коринфскую церковь датируется около 50-х годов, и он уже ссылается на Евангелие от Луки как на авторитетное, когда в нем описывается вечеря Господня. Есть веские основания полагать, что Евангелие от Луки было написано раньше и было доступно Павлу. На самом деле он использует его для обучения местных общин и Тимофея. Это относит нас к 50-м годам в истории Евангелия от Луки. И что действительно интересно, я уже говорил вам, что мы должны обращать внимание на каждое слово, верно? Это принцип, который мы используем. Взгляните на 1 главу Евангелия от Луки в вашем руководстве для участников. Вы увидите, что есть 3 альтернативных слова, есть 3 необязательных слова. Эти 3 слова мне интересны. Самым интересным из них является то, что Лука говорит, что он не был непосредственным свидетелем событий, описанных в Евангелии от Луки. Он был очевидцем событий, описанных в книге Деяний. На самом деле, в нескольких местах книги Деяний он даже говорит от первого лица. Но в 1 главе Евангелия от Луки он говорит нам, что брал интервью у очевидцев, которые лично видели Иисуса. И в этой 1 главе, как вы видите из первых строк, он говорит, что создает описание по порядку. Греческое слово «по порядку» просто означает отчет, составленный в правильном хронологическом порядке. А теперь задумайтесь об этом на секунду. Если вы пишете рассказ о жизни Иисуса, историю Иисуса, нужно ли вам говорить мне, что все написано в правильном хронологическом порядке? Разве я не предположу, что повествование, начинающееся с рождения Иисуса и заканчивающееся вознесением Иисуса на небесах, написано в правильном хронологическом порядке? С чего бы ему чувствовать себя обязанным говорить нам, что все это в правильном хронологическом порядке? Это слово, на которое мы должны обратить внимание. Почему? Что ж, Папий, если вы помните, мы говорили о Папии, одном из первых епископов в истории церкви, который сказал, что Евангелие от Марка было написано у ног Петра. Папий также рассказывает нам кое-что еще о Евангелии от Марка. Папий сказал, что Евангелие от Марка было точным, если не сказать упорядоченным. И он использует то же самое греческое слово. Другими словами, Лука, возможно, рассказывает нам что-то о своем повествовании. Он говорит нам, что все в правильном хронологическом порядке, потому что есть еще одно древнее повествование, называемое Евангелием от Марка. Оно не обязательно в правильном хронологическом порядке. И, собственно говоря, как вы думаете, кого он цитирует слово в слово чаще, чем любой другой источник? Лука цитирует Марка. Только теперь он расположил эти фрагменты в правильном хронологическом порядке. И это означает, что рассказ Марка был написан до Луки. И он использует его для составления своего рассказа. Подумайте об этом. Теперь у нас есть рассказ под названием «Евангелие от Марка», который вполне укладывается в жизнь потенциальных очевидцев. Оно вполне укладывается в жизнь людей, которые бы знали, точно ли описан Иисус в этом Евангелии. У нас есть рассказы очевидцев, с которыми мы можем работать в обратном направлении, используя график, который я вам только что показал. На самом деле, в криминалистической работе мы обычно используем временные рамки, чтобы определить, мог ли подозреваемый совершить преступление. Здесь мы использовали нашу временную шкалу, чтобы определить, достаточно ли рано автор начал писать, чтобы написать этот рассказ. И, конечно же, это достаточно ранняя история, чтобы быть написанной кем-то, кто либо был там, либо имел доступ к людям, которые там были, и мог быть перепроверен теми, кто знал об этом лучше. Это не значит, что это все правда. Но я дал вам еще один инструмент для вашего снаряжения, не так ли? Помимо того, что я снарядил вас, я дал вам способ оценить датировку Евангелий, чтобы узнать, проходят ли они этот тест. И они его проходят.